в общем, перелистывая свою жизнь, вот сегодня, уже будучи в таком возрасте, давая переоценку многим событиям и людям, которые меня окружали, и с которыми я на протяжении своего жизненного периода дружила. Все это, сегодня я смотрю на все это с особой оценкой, подводя итоги. И человек, который всю мою жизнь, сознательную жизнь, для меня был значим, который формировал меня, который влиял на меня, вот для меня как путеводная звезда она была. Не потому, что у нас возраст был, не особо большая разница, но для меня она стала примером вот истинной чеченки, горянки Эльза. У нее были устремления, помыслы, все направлено на то, чтобы быть народу нужной, полезной, да, и определяя свою судьбу, как в будущем, выбирая профессию, и имея небольшой выбор, мне нельзя было никуда ехать учиться, я опять советовалась с Эльзой, она свела чисто случайность. Я искала, куда бы себя примкнуть. Мы приехали в 1959 году из Казахстана, и мне казалось, что тут я такой нужный человек, и где именно себя найти. Но пускать учиться за пределы меня уже предупредили, что не пустят, и я не знала, в какую профессию влиться, и где мне быть более... Не тогда уже исходя из того, что полезной быть, потому что Эльза была таким человеком, да, вот она работала в райкоме комсомола, инструктором она работала, по-моему, да, и для меня она вот человек состоявшийся, человек, нашедший свою нишу, она училась в юридическом институте, что было тогда очень редко для чеченской женщины-горянки, девушки, на мой взгляд, девушками тогда еще были, да, и как-то я к ней прильнула, почувствовала ее доброжелательность, ее проникновенность, да, и потом она очень начитанная, умная была, и, в общем-то, дружба началась с того, что я к ней потянулась. Ей я была, наверное, интересна тем, что я пытливая, любознательная, много читавшая, много читающая, потому что шли обсуждения произведений тоже. Так зародились наши отношения. И сегодня я не могу сказать, что мы были друзьями, потому что часто в наших жизнях происходили такие события, когда я уходила, и потом через какое-то время опять возвращалась к Эльзе, потому что Эльза была востребованным человеком, Эльза была значимым человеком, да? А у меня шел период еще становления. И тогда она мне посоветовала, раз тебя не пускают, давай иди учителя, вот нужны учителя. Ну, учительница я себя, правда, никогда не представляла, но в связи с тем, что на данном этапе мне надо было себя все-таки найти, свою нишу. И она мне дала тогда, только появился радиозавод в Грозном. Первый год, по-моему, он работал, комсомольскую путевку, мол, иди туда поработай, может быть, за этот год ты определишься. Я там год поработала на заводе и поняла, что это не мое. И опять она говорит, давай попытайся, может быть, ты все-таки... Детей я любила всю жизнь, и потом говорящие, учить детей. Кончила 3-месячные курсы учителей начальных классов, была направлена в Шатоевский район, по своему, конечно, желанию. И так определилась моя судьба с Эльзиной помощью стать педагогом. Этой профессии я верна до конца жизни своей. Да? А потом все мои значимые моменты, все бегало к Эльзе, все через нее. И мы начали чаще встречаться, больше говорить. Да? Она для меня действительно была идеалом чеченской горянки и подкупала ее доброжелательность, ее желание всегда прийти на помощь. В общем, я не знаю, через всю мою жизнь прошло это чувство благодарности к ней, привязанности к ней. Да? Это было даже, я бы сказала, больше, чем дружба. Это были сестерские отношения. Но в тот круг, в котором Эльза вращалась, я редко ходила, потому что я очень часто чувствовала там неискренность, да? Все-таки она росла и по профессии росла, она, в смысле, определилась уже, когда она вышла замуж, поэты, композиторы, писатели, к Эльзе все тянулись. Эльза была очень доброжелательна и помогала по мере возможности. Если сама не могла, то она знала, кого с кем свести, да, там, кому-то пообщайся, поговори, найдешь. В общем, этим она помогала всем, кого я знаю и с кем так. И в моей судьбе, я говорю, все ключевые моменты моей судьбы Эльза меня как-то вела. И часто предостерегала от ошибок, говоря, что я поэтому ходоксиху ишь мадела, ишь докон хонис яцун бош. Я через всю свою жизнь вела дневники
И у меня было намерение после того, как все это уже событие было, я думала, что я напишу книгу или что-то такое, но обязательно нужно было написать об Эльзе, потому что это настолько яркая личность, настолько индивидуальный человек. Ее глубину можно было познать только будучи около нее, как вот я с 59 до 98 году она умерла. Да, в 98 году она умерла, да. И когда вот эти начались политические и она тоже как-то пыталась показать мне, насколько в данный период вот это необходимо народу, да. И вот на это вот как-то она начала гореть вот этими событиями. Она поверила искренне, что наше поколение, мы тогда, нам было 40, так далее, да, сегодня вершим погоду в доме, да, решаем. И в республике мы так много можем сделать. И тут я уже стала отходить в сторону, потому что у меня совершенно другие были понятия, взгляды, как-то и вот эти политические все дела меня немножко отторгли от нее. Тут тогда на том этапе даже у нас были иногда и дискуссии, споры. Она меня не поняла, я ее не приняла, вот эти вот стремления. На этот период как-то мы немножко разошлись, но потом опять меня, говорю, я без нее просто, она мне была по жизни необходима, и дружили мы с ней. И когда уже я ее и то говорила не так, и то говорила не так, и это нельзя верить, и это нельзя принимать, я уже тоже состоявшаяся была, в смысле педагог стажем и так далее, она не разделяла моих понятий, я не восторгалась ее этим, потому что она горит этой политикой. И вот потом вот эта болезнь случилась, и после того, как вот это все события сошли, как говорится, с арены действий, опять Эльзина болезнь, Эльзина прикованность к постели, и снова беседы, и снова разговоры. Она так и осталась верна своим понятиям, она и могла, она много делала. У нее такие были замыслы, у нее столько, вот все, что она накопила за этот период советской, ну то, что она училась в школе, в институте, она столько у нее было, и потом она же болела своей душой за свой народ, да. Ей было важно применить себя, свои знания, свой опыт на пользу. Вот она этим горела, понимаешь? И не было мне никогда вот этой материальной стремления разбогатеть, стремления что-то там сделать. И детей она так приучила, да? Как-то в этом доме вообще не было материально никогда значимым. Была квартира, обыкновенная трехкомнатная квартира в старом фонде, да, и накопительства особого не было. И когда вот она выступала же часто в тот период по телевизору, когда начинались, вот, да, бралась, вот это, то-то, я это слышала и говорила, вы эту женщину не знаете, вы просто не знаете ее. Нет, она не этим движима, не должностью. Был трудный период, но она горела, она верила, она могла. У нее был большой потенциал, да, и так она это оставила след. Пройдет время, будут опять другие переоценки, будут другие ценности. То, что она делала, это уже осталось, как говорится, в истории, да, оно вошло среди людей, знавших ее тоже, насколько это был неординарный человек, понимаешь? Это люди вот особого дара, которые вот, как это... Сравнение, говорится, отдать сердце, вытащить, как это, Данка, пламенное сердце, да, за собой повести. Вот к этому она была готова, и по мере своих сил, она свои силы недооценила, конечно. Она думала, что она может сделать больше, ну и, наверное, она бы сделала бы больше, если бы опять вот эти политические события, на смену одного приходит другой, и ведет свою команду, и все по-другому начинается, короче говоря, бытие. Все это влияло на нашу жизнь. А для меня, я же говорю, вот самый значимый человек в моей жизни, конечно, родители, братья, сестры, это мое, как говорится, Богом данное. Ну и судьба мне Эльзу послала тоже Богом данная, потому что я смогла благодаря Эльзе еще долго жить идеями, да, быть нужной народу, я и пыталась по силе своей возможности быть полезной, да, но вот этот дух патриотический, вот что мы сделаем, мы можем, мы молодое поколение, мы интеллигенция, мы вершители судеб не только своих родных и близких, но мы можем и последующему поколению что-то там оставить после себя, Боже. Вот все это было, и как должно было быть в нашем возрасте, наверное, и то, что
Эльза сделала, и то, что она делала, и на чем она свою жизнь, и свое здоровье положила, это тоже дала гушду, да, что и с другой стороны она много делала, она очень много делала. Я помню в журнале ее статью, сейчас просто я не помню, у меня были дневники, я думала, что все этот материал сохранится, я что-нибудь про нее напишу. Но дневники пропали во Вторую войну, сгорело все в доме, да, и вот этот материал, который я на протяжении жизни вот писала, именно вот писала мы наши дискуссии, наши беседы, наши обговаривания каких-то событий внутри республики, естественно, да, наши отзывы о личностях, которыми она меня там поэт познакомит, с композитором познакомит, да, особо я в эту среду не лезла, потому что я была более заземлена, дети маленькие, и как-то вот получалось, что моя среда, где я жила замужем, и все это было далеко не соответствовало вот того круга, в котором Эльза жила. И поэтому я там была редким гостем. Но с Эльзой мы были дружны, общались, и были моменты, когда она сама и ко мне приходила, когда что-то надо обговорить. В общем-то, я не могу сказать, что я ее чем-то дополняла, но в какой-то мере отдушиной была для нее тоже, потому что она знала, что я честно, порядочно и верила в мою искренность, и это было действительно все искренне. Я многим обязана Эльзе, и память об Эльзе и для меня, и для моих девочек свято было, есть и будет. Вот так вот. Эльза всю жизнь любила литературу. Все вот эти новинки, которые я читала, я ей несла, и она читала, мне рекомендовала, в том-то журнале есть то-то, да, и потом дружила с интеллигенцией, она дружила именно с интеллигенцией, художники, поэты, композиторы, да, в ее семью входили, и с ней дружили тоже, да. Ну, этот круг, я тебе скажу, пришел Ярычев, она познакомила меня, нет, Ярычев, она меня познакомила, сейчас скажу, с кем она мне, Албогачиев, по-моему, Муса был ингушский поэт такой, Тамара Алиева, журналистка, с ней там постоянно была одно время, а потом, значит, с кем она меня лично знакомила, она пишет, она творческая, бог уж, вот фамилии перечислять мне сейчас трудно, все-таки память дает, да, но дружила она со многими, вот молодые, вступающие в прозу, в поэзию, стихи пишущие, всегда к ней тянулись. И она с ними вот и свое мнение говорила, и кого-то с кем-то с более зрелого возраста сводила, да, потому что она же их всех знала. А у них домашний друг был Сулаев Магомед. У него был Султан, очень такой близкий друг, он, по-моему, он что-то в бухгалтерии был, но такой умница, вот, самородок был, да. Вот такие люди к ней тянулись. И потом у нее очень хорошая подруга Хава, врач, еще из Казахстана. Эту дружбу казахстанскую она тоже очень ценила и очень трепетно относилась. Все те события, которые происходили в семье Хавы, ее также касались, как свои личные. Она со мной частично, вот он там то-то совершил, и моя Хава, Бог, да. Также она и в моей судьбе принимала участие, в смысле пытанием помочь, советом или чем-то. У меня на грани развода несколько раз случались ситуации, и она меня заставляла: сядь, возьми голову в руки, хладнокровно, спокойно рассуждать, давай будем, Боже, да. Ее на это хватало. При всей своей занятости, при всей своей ее на это хватало. Это ж не только по отношению ко мне было, это было по отношению ко многим, кому посчастливилось быть около нее и стать ее доверенным человеком, да. Вот, причем лично вот моя дружба с ней абсолютно, вот, да, это вот никогда не было, потому что она и старше была не намного, но она была уже состоявшаяся, а я все еще формировалась только, да, и в моем формировании она играла большую роль. Я же говорю, для меня она была вот как образец, да, девочки-горянки, женщины-горянки. И в своей семье тоже. Там много что происходило, чему я была свидетелем. Да, в основном большая опора именно воспитания детей, ну, как и всегда в чеченских семьях, была на Эльзиных плечах. И мальчишек достойных воспитала, порядочных, честных, чистых, да. Уже потом, после того, когда вот эти, после 98-го года, как судьба мальчиков сложилась, я, правда, пытаюсь узнавать, спрашивать, да, но насколько как личности они состоялись, я не сомневаюсь, что все трое, они достойными людьми стали, это точно.
Она гордилась своей профессией. Она не случайно выбрала эту профессию, потому что дедушка, прадедушка, папа, все были юристами, да. И особенно и папа-то, у папы была особая любовь к Эльзе, да, потому что она идет по его стопам, да. И там, видно, он же и практически ей передавал опыт вот это, и сложности этой профессии, и свои вот это. Она очень любила свою работу, и в этой работе она осталась до конца, до самого конца верна. Она это несла в себе, и она, да, она много писала, но то, что она писала относительно, она собирала же много, там, Конституцию, какие-то наши права незащищенные, то, что нас выслали, да, и вот это все не дали даже, вот нам же до сих пор мало кто получил вот эти компенсации, Дохорн, да? Она эту линию пробивала для всех одинаково, чтобы нам материально сполна выплатили, да? И она верила, что она этого добьется, да? Но что такое вот сейчас, я когда получала несколько лет назад, 10 тысяч на всю высланную семью. И тогда уже говорили, что в любом случае документы сохраните, мы добьемся, мы пробьемся. Но мы-то это была Эльза и ее команда, да? Что нам обязательно все выплатят, понимаешь? Вот в силу закона, справедливость, она очень верила. Вот именно это, наверное, юридическое, потому что мы считаем, что все в мире должно быть по законам, да? Закон природы, закон государства, закон такой Божь, да? Все по законам идет. И закон, юридическое право, она считала, что она сможет отстоять правильную позицию. Она шла, и она была с этой позиции всегда верна. Она была очень и очень много несущая и много могла дать. То ли время ее ушло, то ли оно еще не пришло, но даже себя исчерпать она не смогла, потому что не получилось такой возможности. Начались военные события, одно, другое событие, августовские события, да, которые нас всех выбили из колеи, и которые заставили нас много что переоценивать, переосмыслять, да. И потом, когда уже она была больная, я эту тему вообще не могла, и неэтично было, что вот ты горела, ты сгорела. Нет, она считала, что это все было, должно быть. И даже если бы она было начало опять такое же, я опять пошла бы по этим стопам, она сказала, да? Вот то, что ей, как говорится, природой дано, Богом дано, да? Щедей, шваридей, шлирин. И Бог лил уж, да? И нисел, чакьял. Вот именно честно, справедливо. Она не была ни взятошницей, потому что, когда идут разговоры, я знаю, что она не была взятошницей, да, потому что и жила она скромно, и все ее потребности ограничивались возможностями теми, которыми она была близка по своей профессии, да, и всегда она знала, она и говорила, как она хорошо говорила, что именно тот, кто идет правильно, он не должен отступаться, потому что на него же равняются, да, и потом и сам Бог не прощает, харсут и лящ, да, если ты идешь правильной дорогой, понимаешь? Вот мы меченые аларцо Богом и харсо чакериусу, хащены аларцо, она и не помышляла о том, чтобы там взятками, даже когда что-то мне лично понадобилось по своей мяришке у нее, она говорит, Азман, говорит, я говорит, это сделаю, говорит, но впредь запомни, что делается все хума ходуш. Они могут подумать, что я что-то взяла у тебя и твой вопрос пробиваю, понимаешь? Она даже вот этим боялась, да, говорит, шахагу сагук, да, моей мяриши, она говорит, даже хена хук асда, аслух ты даханчу, ветер мадуша, щен пойдя, что понимаешь? Она видела, что вокруг происходит, но она не собиралась уподобляться. И то, что она достигла этих высот, она достигла высот для девочки, для женщины-горянки, да, быть прокурором, быть потом юстицией, она же, да? Министр юстиции. Да, это же вообще какая должность, понимаешь? Она же всего-то достигла своими знаниями, своим трудом, потом и кровью, как говорится, она к этому пришла. Хотя рядом были мешки денежные, которые это место готовы были купить. Но когда касалось знаний, тут отступали. Вот настолько она верила в то, что она пробьет, добьется, сможет, утвердит вот то, что касается далеко махляст модер. Не свои же личные интересы, не шариповские, не идеевские это были интересы, да, круга там, скажем. Шариповы, слава богу, свое место заняли еще с каких пор, да, и эта ниша была уже Шарипов, Бож, да, ну, она потом по мужу перешла. Она вот то, что могла она хотела сделать. Она много могла, многое сделала, но не все успела, конечно. Отношения с мамой – это была особая тема, трепетная любовь, уважение, ценила, боготворила, все это было. И Хелист
тоже очень гордилась своей дочкой, но тоже никогда, как-то я помню, когда вот это все крутилось, вертело, сон прокурорца Ешера, сон Езах, она стала редко ее видеть, да? Она же вся была в заботах. Сон прокурорца Ешера, сон Езах, сон Кескефти и Ошбош, да? Все это было. Разочаровалась в людях. Она разочаровалась в людях, и она видела, с какой легкостью это происходит, да, вот это предательство, да, продать, предать, как у нас говорят, да. Это ее удивляло, возмущало и скашивало, подрывало. Подрывала, силы отнимала, понимаешь? Потому что в любой ситуации человек сам по себе же ничего и не может, да, ему важно, чтобы кто-то был рядом, разделяющий твои идеи, и даже физически что-то тебе помочь готовый, да, а уж морально, духовно, это само собой. Она очень сильно разочаровалась, вот об этом у нас нечастые были беседы в конце жизни уже, да, про того, про другого, про третьего, как она разочаровалась, как она думала, ага, ich да? И я всегда говорила, ты меня ругала, что я слишком идеализирую. Ну, я обстоятельства там что-то такое, во мне много было от того, что я много читала, да? Опустись на землю, Боже, она меня отрезвляла. И ну, там вот в этой сфере, где она была, могла и делала, она считала, что она вот и своих с этих, как там, единомышленниками их считала, разделяющими. Но там, где становились преграды, не всех хватало силы, и даже, может, где-то и рисковать надо было. Там эта политика, это сложная вещь. И рисковать ни собой, ни своими членами семьи, оберегать, спасать свою шкуру всегда было, есть и будет, да, свою личную шкуру, понимаешь? Эльза об этом не думала, нашла вот своей дорогой, которая у нее была. Ну, цели, какие у нее были в жизни, и вот это я не могу сказать. Но применить знания, опыт, который у нее был большой, и с пользой, это у нее было всегда. Этим она жила. Вот не было для нее главное ни материальная сторона, ни бытовые, вот, ну, материально-бытовое это одно и то же. И не карьеристка, она не стремилась к этим карьерам. Я помню, с какой сложностью ей дали это зампрокурора. И сколько потом было всяких разных негодований по поводу, там, хундакач, много, гастрашнюхамерис. Тогда чеченская женщина, по-моему, и не было ей равной, да, по рангу, по этому, да. Она через все это прошла. Она все это испытала на своей шкуре. И потом не давали должности, не давали. У нас была всегда это быть вторыми, третьими, четвертыми, пятыми, десятыми, да, но ни в коем случае первым. Это уже потом, где-то к 80-м годам, где-то начали замами допускать, да? И то, когда уже на горизонте ветер перемен начал веять, да? Она и замом ее долго не давали, и даже будучи замом, у нее было много неприятностей по работе, да? Цюнгархундахкач, да? Даже сами коллеги не воспринимали ее они не воспринимали ее полноценным, они это понимали, принимали, что она умная, и поэтому-то растет конкуренция, да? Когда человек управляем, с ним никто не конкурирует. Им управляют, манипулируют и все. А Эльзой нельзя было манипулировать. Она кипела, ну, как на шее у нее красные пятна вставали, когда она даже рассказывала, да? Харсо ее целауш. Она была больная справедливостью. Ой. Профессия, она нелегко утвердилась. Я знаю, как она ездила, когда сдавала в институте, в Краснодарском институте. Даже там она говорит, засыпали и говорит, бан, дочь, засыпать-то ж, пересдавать-то ж. Как ей этот институт трудно достался. Тогда она уже замужем была, у нее, по-моему, Манети, кажется, был, когда она его заканчивала. И она ездила на сессию, и вот оттуда писала письма, у нее же письма все были, да, длиннющие. Она говорит, я получила сегодня там 4 письма, мне пишет. Все прочитала, твою оставила на десерт. Потому что я писала на 3-4 страницы, да. Твою оставила на десерт, и вот прочла твое письмо, там села писать, и т.д. и т.п. Но без конца, там были препоны тоже. Нелегко и зачеты сдавать было, и экзамены. В общем, все от и до она должна была знать, чтобы быть неуязвимой. А это ж какой труд, да? Но это ж все, и оставляла в ней все, правда же? Поэтому у нее накопились знания. А потом, как много она помогала, знаешь, ляснах бы,
вот этот период, когда вот этот судебный процесс идет, и Харсунш целили доступать, даже там ищет достойного адвоката. Она-то следователем была, да? Но вот это вот на правильный путь направлять, ты шажал, очень ала, и со, и Харсунш целили, и он очень ала. Но тогда это было не так просто, не тогда, и не так легко даже давать рекомендации, даже кому-то советовать, да? Но она всегда на себя это брала. Вот всегда она была связующим звеном. Вот. Именно нести добро, сколько ей Бог дал силы, столько она и несла это добро в себе. И добро несла, и справедливость несла. Все это было в Эльзе.